Я, видимо, перенасытился колоритом Абхазии. Всем привет, друзья! Я Матвей Ядрёнкин, вы на моем, и не только уже, получается, моем YouTube-канале. И мы находимся в Абхазии. Сегодня у нас 20 сентября, время ровно 12, почти 00, без 1 минуты. Мы всегда пунктуальны, у нас всегда все ролики и какие-то отбивки четко по какому-то таймингу получаются. Мы вот прям там 18:00 там выезжаем, там 12:00 там еще что-нибудь. В общем, всегда все происходит как-то по каким-то четким цифрам. Так вот, мы в отпуске, у нас впереди еще сегодняшний и завтрашний день. После этого мы отправляемся домой. Вот. А, собственно, почему мы сегодня здесь находимся? А потому что идет дождь. В Абхазии идет дождь. Это первый день, когда у нас в отпуске льет без остановки. И что еще делать, кроме как пить пиво? Пить пиво! Нисколько не является то, что я сказал, пропагандой алкоголизма, исключительно для ознакомительных целей и дабы произвести некое сравнение. А что мы сегодня будем сравнивать? Мы сегодня сравниваем пиво Шихан. Шихан пиво из Башкортостана, откуда, в принципе, мы и есть. Легенда Башкирии. Шихан светлое. Производится у нас оно в городе Стерлитамак, ну, естественно, Республики Башкортостан. И сравнивать мы его сегодня будем с местным сухумским пивом от Сухумского пивзавода. Вы, наверное, спросите, зачем вы это делаете, зачем вы сравниваете два пива? Да, пиво с пивом. Я сейчас поясню. Мы в Абхазии уже в 11-й раз, и, конечно же, самый первый раз в 2014 году мы попробовали пиво Сухумское, и оно, ну, лично мне, ну и не только мне, напомнило отдаленно чем-то вот этой своей горьковатостью, вкусом пива Шихан. Потом, когда приехали домой, мы пытались всегда у нас в Башкортостане найти похожее пиво, и вот все-таки Шихан, на наш взгляд, оказался максимально приближен по вкусовым качествам. И вот сегодня мы решили произвести такое вот, проделать небольшую дегустацию, сверить, сравнить вкус пива Шихан и вкус пива Сухумского. И помогать мне сегодня будут в этом два моих боевых товарища. Екатерина, Катю вы видели во всех роликах, и Анна, моя сестра, ну, кстати, тоже вы ее наверняка видели во многих наших телепередачах, ютуб-передачах. Да, Катя у нас частенько является оператором, там, где, если я не говорящая голова, которая с вытянутой рукой, значит, эти съемки, скорее всего, делаются благодаря Катя, она носит наш стабилизатор с камерой и выстраивает красивые кадры. А еще, кстати, бывают и другие люди помогают. Ну ладно. Так вот, мы же сегодня пиво пьем, да? Давайте, наверное, прям вот... я даже, честно, вот плохо подготовился. Я не знаю, с чего начинать. Налить надо. Налить? А что будем наливать первым? Надо все наливать. Сухумское мы уже попробовали в течение 10 дней. Поэтому давайте открываем. Так, Сухумское у нас, значит, алкоголь не менее 4%. 4 оборота, а там 4,7 оборота. Экстрактивность начального сусла 11%. Друзья, напишите, пожалуйста, что такое экстративность начального сусла. Я никогда не варил пиво, и это для меня просто вот какие-то обязательные слова, которые должны быть написаны на бутылке. Если честно... Между прочим, тут сертификат ISO появился. А тут есть, нет? ISO. Сочи. Сертификат. Здесь ЯК. Бутылка 0,5. Вот. Я хотел еще, кстати, сказать, да, смотрите, у нас в России сейчас практически не встретишь бутылки объемом 0,5 литра. Все уже идут 0,45, 0,43, по-моему, там, а то и 0,4. Шихан 0,45, а вот Сухумская, вот эти вот неубиваемые вечные бутылки, которые по всей Абхазии здесь валяются, они 0,5, но при этом крепость всего. Но при этом 4,7 Шихан, да. То есть крепость. То есть рассчитывайте больше свои силы, чего вам нужно выпить больше, чтобы достигнуть какого-то там результата. Давай, открывай. Все, короче, открываем. Давайте сначала Сухумское откроем. Ценовые категории не будем сравнивать? Ценовые категории, ну давайте сравним, потому что это тоже, наверное, важно. На сегодняшний момент 2024 год, Сухумская в магазине в обычном розничном стоит 80 рублей,
А если поехать на пивозавод, кстати, ящиком в определенные временные промежутки можно купить ящик пива за 60 рублей за бутылку. А Шихан в этот же момент в Уфе стоит в районе 60 рублей за бутылку. В общем, все, давайте открывать, не будем тянуть кое-кого и кое-за что. О, смотрите, с дымком, какая красота. Начинаю наливать. Давайте сначала нальем. Во все три наливаю, да? Не облизывайтесь. А лучше прямо сейчас начинайте смотреть билеты, авиабилеты, чтобы поскорее отправиться в Абхазию сюда, пробовать вместе с нами сухумское пиво. Может, вы еще даже успеете. Вряд ли. Так, убираем одну бутылку подальше и открываем следующую бутылку. Тоже с дымком. Смотрите, какая красота, да. Поехали. О, сразу видим отличие цвета, да? Или не видим? Не видим. Сейчас покажем. Бокал не Сейчас покажем. Сейчас мы все поправим. У нас почти как прямой эфир. Так, я уже запутался. Вот Ага, но все-таки да, отличается. Чуть светлее. Шихан посветлее. Потому что на нем написано светлое. У него еще сусло меньше. Но ведь сухумское тоже светлое. Нет, я думаю, здесь все-таки разница именно в том, как готовят это пиво. И, возможно, еще сказывается как-то вода. Потому что, насколько я знаю, именно сухумское пиво, оно делается из горной, из речной воды, из чистой. А из какой воды делается Шихан, я не знаю. Если кто-то знает, если кто-то владеет какими-то нюансами производства, может, об этом нельзя говорить, может, это секрет там какой-то фирмы, то поделитесь, пожалуйста, с нами, какая вода используется в пиве Шихан. Ну что? Ну что, поехали? Так, сухумское Шихан. Я, как первый открыватель, сначала, конечно же, вспоминаю, наверное, вкус сухумского, потому что горькое, легкое, приятный хмелевой такой вкус. И теперь Шихан пробуем. Шихан как будто кислинкой какой-то отдает, на мой взгляд. Вот давайте, да, Катю попросим. Я попробую. Сухумское. Уже привычно. Уже Шихан. Совершенно разный привкус. вроде бы пиво, да, пиво как пиво. Пахнет, кстати, одинаково. Я когда начал подносить свой длинный нос к стакану с Шиханом, как будто бы ощутил какой-то Сладковатый более. запах от него какой-то. Нет, у С Шихана, ритомаком, может, пахнет? Так, я вот прямо сейчас буду... у Шихана есть какая-то кислинка, и как будто оно более сладковатое, чем сухумское. Сухумское более горькое. Но и чувствуется, что оно более концентрировано. А вот что касается алкоголя, разницы не ощущается. Я не чувствую. Это пока. Надо просто подождать. До вечера. Они оба с горчинкой, эти пива, это 100%. Но у Шихана есть сладковатость. Но все-таки, несмотря на все вот эти вот тонкости, которые мы сейчас прямо вот здесь вот для себя подчеркнули, я вот прямо сейчас для себя делаю вывод, что оба напитка, они все-таки достойны хорошей оценки, и достойны употребления. они, в принципе, как бы могут друг друга взаимозаменять. Если сильно не вдаваться в детали, то, попивая у себя в Башкортостане пиво Шихан, вы можете смело говорить, что оно почти как сухумское, да, они родственники.
Типа, а чем ты докажешь? А вот посмотри ролик Матвея Дрёнкина и увидишь, они там сидят, Нет, есть запах, да. пьют пиво и Смотри, понимаю. бухают. Да, запах. Вот сейчас я почувствовала. Да. Разный запах. У Сухумского он более выраженный, более яркий. Ну что, давайте. Ну, За сегодня. конечно. С добрым утром. И смотрите, не шихан взяли, Не нифига. шикаем. Скажет, ах вы, непатриотичные вы, сволочи, пьете ж сухумское. Оно просто более привычно. Да, Сначала в общем, Сухумским. сухумским чокнемся. Еще много будем чокаться. Но не в этом ролике. Надо еще было закусить. Да. Мне нравится сухумское. Еще для себя отметил такую интересную вещь. Если пить, приезжая в отпуск, конечно же, тут если никто себя сильно не ограничивает в употреблении, конечно, я не говорю о вульгарном употреблении алкогольных напитков, но так вот, если попивать сухумское, настолько привыкаешь к его, скажем так, действию и к его вкусу, что оно уже становится под конец отпуска таким обыденным. Пьешь, да, и все. Вкусная вода. Да, не трясите нам камеру, пожалуйста. Так, шихан. Шихан. Кстати, я заметил, еще у Шихана есть пенка. Не знаю, Больше как у вас, а у меня больше. Селегированное получается пиво. Шихан у нас. В Башкирии не жалеют углекислый газ для того, чтобы насыщать Было им. пиво пенное. Да. Ну что, давайте, теперь чокнемся Шиханом. Со всем уважением к нашему родному краю, к республике Башкортостан. Заметно дозированное. Нет, я беру свои слова обратно. Не похожи эти два пива. Оно более... Определись уже наконец, да? Это есть у него послевкусие, почему? Стерлитамакское послевкусие. Наверное, да. Вкус стерлитамак. Кстати, посмотрите наш ролик про Таратау. Мы как раз там чуть-чуть захватываем Стерлитамак. Там есть пару локаций в городе, снимали мы, и дорогу, и там один объект, и сам Шихан Таратау тоже очень красивое туристическое место. А если вы не из Башкортостана, то приезжайте в Башкортостан и поднимитесь на эту гору и не пожалеете. А потом еще найдите там где-нибудь пиво Шихан и ваше здоровье. Вот на стерлитамаке у шихана есть. Не такой же развернутый киоск. Давай С шлангом пошли. прям, как здесь. Да. Кстати, в городе Сухум есть пивзавод, там наливают прям в ваши полторашки практически безлимитное количество пива. Стоимость одной полторашки 250? 230 рублей. 200 это без баллона, а 220 без баллона. 10 рублей стоит баллон. Пластиковая полторашка. А шихан где-нибудь так разливают, интересно, в том же стерлитамаке? Мне кажется, нет. Если кто-то владеет этой информацией, пожалуйста, поделитесь. Если вдруг она может быть кому-то полезна, Иначе в об этом принципе. бы все знали, это было популярное место. И с баклажками бы туда. Пятилитровками Шихана, да. Ну что, будем подводить итог. Напитки разные, да, прям. Но у Вкус меня вот разный. шихана, видишь, меньше осталось. У меня одинаково. Но А я как сейчас у вас, это друзья, как у исправлю. вас обстоят дела с количеством? Кто сколько чего продегустировал? В целом, наверное, итог понятен. Оба напитка приятные. Употреблять их можно, но не чрезмерно. Я, наверное, пока на ближайшие 2 дня, конечно, остановлюсь на Сухумском. Потому что шихана больше А нет. шиканов больше нет. Мы одну бутылку привезли специально для того, чтобы сделать этот ролик, друзья. Если у моих боевых товарищей больше нету никаких дополнений к тому, что было сказано выше, то, наверное, будем постепенно завершать. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Будем надеяться, что вы его посмотрели, он вам понравился. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, да, ставьте сердечки. Едьте в Сухум. Едьте в Сухум, подписывайтесь на все наши социальные сети. ВК, Телеграм, Нельзяграм или наоборот, не суть, ладно. Пишите всякие интересные комментарии. Спасибо большое за просмотр. Екатерина, Анна, пока.